именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим в день суда». Некоторые мусульмане не задумываются о том, что они распространяют видеоролики или же фото, или же какую-то статью, за которую он не перестает получать грех, даже после смерти. Нельзя распространять что-либо, в котором есть запретное, например, фото или видео женщин. Тебе показалось, что это всего лишь прикол, и ты не задумался о том, что каждый, кто смотрит этот ролик по твоей причине, в котором запретное, например, женщина с открытым ауратом, тебе будет записываться столько же греха, сколько просмотрят его люди. Разве тебе недостаточно своих грехов, чтобы ты еще оставлял за собой грехи, которые неизвестно, сколько лет будут записываться после твоей смерти? Разве тебе неизвестно слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в которых сказано: «Кто оживит какой-либо грех в исламе, ему запишется столько, сколько его будут совершать другие, и не убавится из их грехов ничего». Первое. Ты сам просмотрел этот ролик, что является грехом. Второе. Ты опубликовал его на своей странице, и его просмотрели твои друзья, и ты стал причиной греха. Третье. Может, многие из них также опубликовали его на своих страницах, и тебе неизвестно, сколько еще мусульман его просмотрят. Четвертое. Если ты принесешь покаяние за просмотр, а что делать с тем, что люди не перестают его смотреть по твоей причине? Нам следует задуматься над этим, чтобы в судный день не понести ответ за грехи других людей. Знай же, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Из числа людей есть такие, кто является ключом блага, и также есть такие, кто является ключом зла». Пусть Аллах сделает нас ключом блага